Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. 26 июня в Центральной избирательной комиссии Абхазии началась регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. Регистрация инициативных групп и партий продлится до 15 июля. Выборы президента пройдут 25 августа. Первыми, кто зарегистрировал инициативную группу по выдвижению депутата парламента Алмаса Джапуа кандидатом в президенты на выборах главы государства, стали представители общественной организации «Общее дело». Кроме того, в течение дня была также зарегистрирована республиканская политическая партия «Акзара», которая выдвигает кандидатом в президенты своего руководителя Леонида Запшпа. Как отметил председатель ЦИК Абхазии Тамас Гогия, Центральная избирательная комиссия готова к выполнению всех мероприятий для организованного проведения выборов. В соответствии с принятым календарным планом, дата регистрации инициативной группы политических партий начинается с сегодняшнего 26 июня по 15 июля. Процесс начался. Центральная избирательная комиссия к данному процессу готова полностью. Рабочий режим времени до 6 установленный, но с момента начала регистрации ЦИК, сам аппарат может работать в неограниченном таком режиме. Мы в случае необходимости задерживаемся и допоздна. Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение о подготовке проекта государственной целевой программы на 2020-2022 годы по развитию государственного абхазского языка, в соответствии с которым Кабинету министров Абхазии необходимо в срок до 1 декабря 2019 года подготовить и представить в установленном порядке соответствующий проект государственной целевой программы. В срок до 20 июля 2019 года утвердить состав комиссии по подготовке проекта программы с привлечением представителей научного сообщества, экспертов и специалистов. В срок до 1 октября 2019 года представить сведения о планируемых объемах и источниках финансирования проекта, программы, подпрограмм и каждого предусмотренного программного мероприятия на 2020 год и последующие годы действия программы. Распоряжение, подписанное президентом по вопросу государственной программы развития абхазского языка, имеет свою глубокую, серьезную очень мотивацию. Оно не из конъюнктурных соображений было принято. Дано задание Кабинету министров. С инициативой неоднократно выступал Госкомитет по языковой политике, действующий тоже. Я думаю, что, конечно, может быть, еще раньше это надо было сделать, но готовится такая программа, будет создана государственная комиссия, куда войдут специалисты, эксперты, куда войдут, естественно, и соответствующие профильные руководители профильных министерств. И мы обязаны принять государственную программу, которая соответствовала бы требованиям закона о языке действующего. Задача стоит в том, чтобы сделать так, чтобы это была бы настоящая государственная программа, финансово подкрепленная, экономическими расчетами. И это, конечно, должно коснуться не только школы, не только детских садов, дошкольных учреждений, информационных средств, но это должно коснуться и чиновничьей структуры. Потому что там четко записано в законе, что чиновники должны свободно владеть государственным языком. Распоряжение, изданное президентом, как раз направлено на то, чтобы создать очень серьезный документ, учитывающий каждую статью закона. 26 июня 12 лет назад впервые в эфире прозвучали аккорды первого в Абхазии независимого телеканала «Абаза». С днем основания телеканала коллектив «Абаза ТВ» поздравил президент Рауль Хаджимба. Уже 12 лет «Абаза ТВ» оперативно, качественно и объективно освещает происходящие в стране политические, социально-экономические и культурные события. Телеканал располагает доверием многотысячной аудитории, и за этим стоит большой труд сплоченного коллектива. Преданное отношение к своему делу, энтузиазм и трудолюбие стали залогом вашей многолетней успешной работы, отметил в частности в своем поздравлении глава государства. Рауль Хаджимба пожелал коллективу «Абаза ТВ» благополучия, удачи во всех начинаниях и новых успехов. С днем основания телеканал «Абаза» также поздравил премьер-министр Абхазии. В поздравительном адресе Валерий Бганба отметил высокую роль телеканала в воспитании молодого поколения, развитии культуры и образования республики. Коллектив абхазского государственного телевидения присоединяется к поздравлениям и желает коллегам из «Абаза ТВ» дальнейших успехов, творческой энергии и реализации всего задуманного. С
Спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварча поздравил Алана Таддаева с избранием на пост председателя парламента Республики Южная Осетия. В поздравлении Валерий Кварча выразил уверенность, что сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества парламентов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия будут способствовать дальнейшему развитию всесторонних связей между двумя государствами. Выборы в парламент Южной Осетии 7-го созыва прошли 9 июня. На первом заседании, которое состоялось 25 июня, Алан Таддаев был избран председателем парламента. В Сухуме, на доме, где жил поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей Абхазии и Союза писателей СССР Константин Гирхелия, была открыта мемориальная доска. В мероприятии приняли участие писатели, ученые, друзья и коллеги, родные и близкие Константина Межгуровича. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. В Сухуме, у дома, где жил поэт, публицист, прозаик Константин Гирхелия, сегодня многолюдно. Здесь собрались родные и близкие ему люди, друзья и коллеги, общественные деятели, ученые и почитатели его творчества. Замечательный лирик, поэт, на чьи стихи написаны многие песни, человек, обладавший превосходным чувством юмора, который умел передавать в своих произведениях дух и национальный колорит. Блестящий переводчик, мастер пера, обладавший прекрасным знанием абхазского языка. Так сегодня вспоминают друзья и коллеги Константина Гирхелия. Удивительно то, что он закончил грузинскую школу и в совершенстве говорил на абхазском, писал и на русском. Человек очень одаренный и талантливый. Я рад, что сегодня открывают мемориальную доску, посвященную Константину Гирхелия. Он заслуживает. Он прекрасный поэт, прекрасный переводчик, прекрасный оратор, патриот. Константин Гирхелия родился в селе Гуада Чемчирского района, окончил Сухумский педагогический институт. Издавать свои публикации он начинает в 1950-х годах. Лирические произведения поэта появились в номерах журнала «Алашара», а его стихотворения вошли в антологию абхазской поэзии. Константин Гирхелия в разные годы работал в редакции газеты «Апсныхапщ», а также в журнале «Амцабыс». Был главным редактором Государственного комитета Абхазской АССР по телерадиовещанию. Константин Гирхелия – автор знаменитого стихотворения, написанного во время Отечественной войны народа Абхазии о жертвах Ладской трагедии. Я больше запомнил его выступление, может быть, это не последнее, но Ладская трагедия, когда он сидел и писал стихи о трагедии. Когда я смотрел кусочки видео, это жутко, конечно, после такой трагедии писать стихи. Каждое его выступление, это все запоминали. Портрет Константина Гирхелия, изображенный на мемориальной доске, создан абхазским художником Тимуром Кайтан. Художник сумел прекрасно передать образ поэта. Дочь Константина Межгуровича Гунда выразила благодарность всем, кто содействовал открытию мемориальной доски. В завершении мероприятия были зачитаны строки из наиболее известных стихотворений Константина Гирхелия. Гугуца Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Продолжается прием работ на соискание государственной премии имени Таифа Ачба. В конкурсе могут принять участие произведения для детей и подростков на абхазском языке, опубликованные с 2016 по 2018 годы в жанре поэзии, прозы и драматургии. Работы принимаются уже 2 месяца, однако только один автор, Валентин Когоня, передал в комиссию детские поэтические произведения. У писателей старшего и младшего поколения еще есть время принести на рассмотрение комиссии опубликованные произведения, посвященные детям и подросткам. Это может быть книга, либо небольшая поэма или же рассказ. Работы будут приниматься до 10 июля. В 2020 году каждому из победителей будет вручена денежная премия в размере 50 тысяч рублей. Произведения для рассмотрения комиссии принимаются по адресу город Сухум, улица Лакоба, 21. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам 965 91 02 226 75 40. В Абхазском драматическом театре состоялся вечер поэзии, шедевры абхазской литературы. На вечере зачитывали строки из произведений Дмитрия Гуля, Баграта Шинкуба, Таифа Ачба, Саиды Делба, Гунды Сакания и других. Тематика стихов была разнообразна. Это и любовь к родине, и красота природы, и переживания о любви. Декорации и музыка, сопровождавшие чтение стихотворений, создавали особую творческую атмосферу. Режиссером-постановщиком вечера поэзии является Гудиса Тодуа. Шедевры
абхазской литературы проходит уже 3-й раз, и всегда в программе появляется что-то новое, что не оставляет зрителей равнодушными. Нужно отметить, что и на этом вечере организаторам было чем порадовать любителей национальной литературы. В рубрике «Новое имя» стихи собственного сочинения зачитал молодой поэт Айнар Читанава. Министерство образования и науки Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов, желающих поступить в Белгородский государственный технологический университет имени Шухова. Экзамен пройдет в четверг, 27 июня в 10 часов в средней школе номер 10 города Сухум. Обучение проводится на бюджетной основе. Более подробную информацию по направлениям можно получить в Министерстве образования и науки Республики Абхазия, а также по телефону 226 46 51. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные осадки, гроза и туман. Температура воздуха ночью 19-24, днем 26-31 градус. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Ему представилась возможность